Здравствуйте, Ильдар. Приятно видеть вас у нас в гостях. Завершился марафон трехнедельный, путешествие по многим городам. Как все проходило, как воспринимали и как воспринимали нашу республику в вашем лице? Я думаю, нужно начать с того, что в мае 2016 года мы участвовали на международном конкурсе «Урал-Муңы», где мы стали победителями в инструментальном жанре. И тогда, вообще это было впервые, то есть впервые ввели эту номинацию. И вот так получилось, что на этом конкурсе присутствовал главный режиссер, администратор международной организации «Тюрксой» Арман Нурмухаматулла. Он был на этом концерте, и мы ему понравились. Вот. И он официально в августе пригласил нас вот на серию концертов, посвященных 25-летию независимости тюркских стран, таких как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан. Он мне рассказал про оркестр. Оркестр был создан в марте 2016 года в Нью-Йорке. Цель оркестра – объединить лучших исполнителей на тюркских народных инструментов. И эти исполнители, то есть задача какая? Эти исполнители должны представить свою республику, свой народ или свое государство. В оркестр вошли казахи, кыргызы, азербайджанцы, узбек вошел, турки, башкиры, татары, якуты, тувинцы. В общем, около 12, то есть я вот сейчас только 9 насчитал, около 12 представителей, гагаузы были. И каждый выходил на свой номер, представлял какое-то произведение, оркестр аккомпанировал. Затем музыканты садились, выходили другие солисты, представители других, скажем так, стран, и тоже сам оркестр аккомпанировал. Вообще в нашей практике это впервые. Это был невероятный опыт, потому что музыка абсолютно разная. И ритмические. И вот я всегда говорю так, музыкант это не просто руки, музыкант это прежде всего сердце и голова. И вот дай азербайджанцу попробуй сыграть на курае, если даже у него получится это извлечь, он все равно вставит вот плачущие какие-то интонации. То же самое вот у башкир есть свой мон, который нет ни у какого другого народа. У турков тоже вот свой какой-то, у казахов тоже свои какие-то мелизмы. И вот, например, что-то я играю на думбуре, а казахи играют совершенно по-другому. Они свои какие-то мелизмы успевают вставлять. То же самое, каждый народ был по-своему интересен. Общее время гастроли составило 3 недели. За это время мы дали 8 концертов. 2 концерта в Казахстане, Талдыкорган, Алматы. 3-й концерт был в Бишкеке, 4-й концерт был в Турции, в Анкаре, 5-й концерт был на Северном Кипре, в городе Гирне, 6-й концерт был в городе Измире, 7-й концерт был в Стамбуле, и 8-й заключительный концерт был в городе Малатья. Сначала мы 2 недели проехали, вернулись в Республику Башкортостан, и нас снова пригласили уже минимальным составом оркестра, всего 17 человек. То есть для нас была большая честь, и мы постарались максимально достойно представить республику не только с музыкальной стороны, но и с точки зрения дисциплины, там, воспитанности и так далее, чтобы мы все строго, точно работали, потому что там уже не было такого, что каждый сам за себя. Там мы о нас говорили, так, башкиры здесь, все, башкиры здесь. Так, башкиры пришли, да, пришли. То есть вот это. Говоря вот и о дисциплине, и о самом оркестре, все-таки это организм, в котором нужно успеть сыграться. Была ли у вас такая возможность, как происходило это взаимодействие? Разные инструменты музыкальные, разные люди, разные национальности, разные языки. Как происходил этот процесс? Насколько вам было комфортно вливаться для вас в новый состав? Нужно сказать о том, что главный режиссер, он же администратор, сам по национальности казах, в совершенстве владеет казахским, русским и турецким языком. В этом плане нам повезло. То есть он говорил на русском, тут же дублировал на казахском, тут же дублировал на турецком. Всем все было понятно, в этом плане вопросов не было. Плюс он, как музыкант, превосходный музыкант, он нас и на саундчеках отстраивал, он нас рассаживал. То есть этот человек вообще уникум, универсал был, Арман Нурмухаматулла. Как проходили репетиции, конечно, как только мы приехали, для нас
нас было сразу так неожиданностью, что все уже сразу все в темпе играем, потому что некоторые ноты нам прислали всего часть нот на самом деле, а так получилось, что он говорит, какие были, я прислал, а остальные говорят, ну давайте вот сейчас. Импровизация? Да, и вот мы, в общем-то, вливались, благо, что вот все-таки тюркский народ, он как единый. Они сразу, вот ко мне казахи подсели, например, давай, вот здесь вот так, здесь штрих обязательно такой соблюдать. Хорошо. За несколько репетиций мы все влились, все вошли и, в общем-то, сыгрались. Первый концерт у нас был спустя 3 репетиции, поэтому мы успели нормально, в общем-то, подготовиться, достойно. А следующие концерты, они уже были отработаны очень хорошо. То есть никаких провалов не было, все было предельно четко, красиво. И каждое произведение, после каждого произведения народ просто аплодировал чуть ли не стоя, потому что, ну, представьте, каждая страна представляет свой народ, это что-то необычное. Это вообще такая музыка красивая. У каждого народа своя по красоте музыка, свои тембры, свои инструменты. Это было что-то с чем-то. И, конечно, ничего бы не получилось, если бы художественным руководителем не был выдающийся человек, на самом деле, Марат Жалбиров. Этот человек, художественный руководитель выдающегося ансамбля тюркских народных инструментов «Сазген Сазы» из Казахстана, город Алматы. Я о нем давным-давно наслышан, и о нем как человек советской закалки, о том, что этот оркестр знает, ансамбль знает во всем мире. Мы съездили вот на 2-недельные гастроли, параллельно они еще успели съездить во Францию. То есть это вообще невероятный просто коллектив. И с таким человеком работать, который и кнутиком, и пряником, в общем, со всеми мог договориться. И мне это тоже очень понравилось. И я много вообще, на самом деле, взял от этой поездки. И в том числе в музыкальном плане, потому что казахи постоянно показывали какие-то приемы, кыргызы показывали приемы. Я многому научился, на самом деле. Причем, говоря о схожих музыкальных инструментах, сразу хочется задать вопрос о мастерах, которые изготавливают. Насколько это развито и насколько это, я не могу сказать, поставлено на поток, но в любом случае это целое искусство – изготовить аутентичные музыкальные инструменты. На каком уровне это в соседних регионах или странах? Меня на самом деле поразил уровень и казахов, и кыргызов, и азербайджанцев. Казалось бы, это же соседние республики, когда-то был бывший Советский Союз, но у них это на очень невероятно высоком уровне, все-таки на государственном уровне. Меня поразило как исполнительство на инструментах, так и на каком уровне сделаны инструменты. То есть даже в ценовом эквиваленте они заметно отличаются от наших. У них и используется и красное дерево, и черное дерево, и инхрустации там. Ну, все просто, вот инструмент, просто шедевральные просто инструменты. И что очень важное хотел добавить, там я познакомился с генеральным секретарем организации «Тюрксой». Как оказалось, зовут его Дюсейн Касиинов, как оказалось, этот человек напрямую повлиял на создание кафедры традиционного музыкального исполнительства у нас здесь, в Республике Башкортостан, в 1989 году, когда заведующий кафедрой профессор Айрат Мехмеш Кубагушев был направлен в соседний Казахстан, в Алматинскую консерваторию. И после этого он приехал с такими глазами горящими, как говорится, да, как сам Дюсейн Касиинов говорит. Они сделали справку предложения, и у нас была открыта кафедра, где открыли, значит, Курай, Думбыра, Ятаган. У нас все это вот ввели после вот этой поездки в 1989 году. И как сам Дюсейн Касиинов говорит, мне очень приятно, что семена, которые были посажены несколько десятков лет назад, вот они здесь, говорит, у меня в оркестре. Это было очень тоже приятно слышать, и ему было приятно видеть, что Республика Башкортостан развивается, на месте не стоит. Но скажу так, что и у казахов, и у кыргызов, они, конечно, на очень высоком уровне, у них очень дисциплинированно все, очень четко, невероятные ансамбли. Когда мы были в Кыргызстане, нас пригласили в прямой эфир на федеральный канал, где мы в прямом эфире в течение часа с ними разговаривали, причем они с нами на кыргызском, мы с ними на башкирском. Вот. И там же так получилось, что ведущей программой являлась создательница кафедры традиционного музыкального исполнительства только в Кыргызстане. Нам, в общем, повезло. И у них кафедра появилась позже, чем у нас, в 90-е годы, но у них на невероятном уровне. У них инструменты сохранились просто. Вот эти камузы, там, те же там калкубызы.
Поэтому у них это все сохранилось. Но, что очень важно, конечно, все знают казахов как, прежде всего, первоклассных исполнителей на традиционных думбарах. Но у нас все-таки курай. И слава богу, что вот с нами поехал Мурат Джанизаков, который очень достойно, на очень высоком уровне показал свое мастерство как кураист. Все-таки мы больше как для него аккомпанирующий такой состав оказались. А вот именно по кураю он показал очень хороший класс. И более того, во вторую поездку, когда были концерты в Стамбуле и Малатья, он играл монгольскую композицию и солировал полностью. То есть в хорошем темпе, там все очень технично, очень все вкусно сыграно было, и за что его, конечно, там очень так сказали: о, башкиры, конечно, молодцы, курай, здорово, вот такие дела. И вот нам из рук Дюсена Касиинова были вручены вот такие дипломы. Здесь 4 диплома, благодарственные письма за то, что вот мы вот съездили на эти концерты. И вот такой буклетик. Это, в общем-то, память для нас. И было много подарков, и я думаю, что в памяти, в нашей памяти, как положительный, конечно, это останется. Спасибо вам, Ильдар, за беседу. Я вам хочу пожелать только творческого полета, память и, конечно же, обмен опытом. Да, спасибо большое. Поэтому успехов, до встречи.